Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пиров. Независимость – это начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Независимость и свобода стали началом качественно нового исторического этапа. И Таджикистан за годы независимости достиг заметных результатов на пути обеспечения политического, социально-экономического и культурного развития страны. Одним из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. За короткое время в Душанбе созданы сотни объектов различного назначения, в том числе школы, административные и производственные объекты, спортивные площадки, парки, скверы, центры культуры и отдыха. Душанбе превратился в место проведения крупных международных саммитов и конференций высокого уровня. Душанбе, сердце Таджикистана, является любимым городом не только для каждого гражданина страны, но и многочисленных иностранных туристов и гостей. Меня зовут Рефик Шабанович, я посол Хорватии в Таджикистану. Я могу сказать, что ваша страна очень красивая. Город Душанбе так красивый город, зеленый, чистый, очень много цветов. И ваши люди, у них сердце очень большое. Я Керим Васильевич, приехала с Азербайджана. Нам очень приятно быть в Душанбе. Душанбе очень красивый город, у вас замечательные люди, очень гостеприимные. Мы приехали в Душанбе первый раз, в Таджикистане мы, в принципе, первый раз. И мы очень впечатлены народом, гостеприимством. И мы были в шоке, в приятном шоке, то, что у вас очень красивая страна, у вас очень красивая столица. В мировом рейтинге по качеству дорог Таджикистан опередил Таиланд, Индонезию, Иран, Грузию, Кувейт, Италию, Бельгию, Польшу, Исландию и другие страны. Согласно исследованию Всемирного экономического форума по качеству дорог, Таджикистан среди стран Центральной Азии на первом месте. С целью превращения Таджикистана в транзитную страну правительство Республики Таджикистан с первых лет независимости мобилизовало все ресурсы и возможности. В период независимости в стране реализовано 58 государственных инвестиционных проектов в направлении строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог, строительства инфраструктуры и укрепления технического потенциала отрасли на сумму 26,6 миллиардов сомани. В настоящее время ведутся работы в этом направлении. В ближайшее время дороги Таджикистана будут использованы в качестве транзитно-экономического коридора Китай-Таджикистан, Афганистан и Китай-Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Европа, а также Таджикистан, Китай, Пакистан. Правительство страны намерено в ближайшем будущем разработать и представить ряд приоритетных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение для формирования экономических коридоров. В настоящее время через Министерство транспорта реализуются 12 инвестиционных проектов. Из них реализация 5 проектов завершена, 7 проектов находятся на стадии реализации, еще 5 проектов на гарантийном периоде. В
В целях повышения уровня и качества дорожно-транспортного обслуживания на территории города Душанбе реализован ряд современных проектов дорожного строительства и ведутся работы по строительству и реконструкции отдельных участков дорог. Современные проекты с необходимой реновацией дорог в столице страны запускаются по современным проектам на основе генерального плана города Душанбе, которые имеют всю инфраструктуру, включая пешеходные переходы, проезды и особый стиль освещения и информационных знаков. Одним из образцовых объектов дорожного строительства является строительство современных эстакад. В первом полугодии текущего года объем грузовых и пассажирских перевозок всеми видами транспорта увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы развития и вклад отрасли в ВВП страны остались стабильными на уровне 6,1%. На основе создания дорог, цветущих аллей и скверов сегодня в городе Душанбе используется современный дизайн. Все дороги Душанбе, особенно центральные проспекты, украшены осветительными фонарями с красивыми элементами. 22 июля 2024 года делегация таджикских спортсменов отправилась на 33-й летние Олимпийские игры в Париж. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Таджикистан на турнире будут представлять 14 спортсменов. Церемония проводов прошла в международном аэропорту Душанбе при участии представителей Национального олимпийского комитета Таджикистана, Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и другие официальные лица спортивной сферы. Зумрат Файзиева продолжит тему. В 4 часа утра в международном аэропорту города Душанбе наблюдалось необычное оживление. Многочисленные поклонники спорта пришли проводить делегацию таджикских спортсменов на 33-е Олимпийские игры в Париже. Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа текущего года. Программа игр состоит из 32 видов спорта. В них примут участие 10 500 спортсменов из 206 стран мира. Участники будут соревноваться за 329 комплектов медалей. На севере Парижа уже официально. На территории деревни есть тренировочные объекты, тренажерные залы, поликлиника, антидопинговый центр. Олимпийские игры в Париже установят рекорд посещаемости. На данный момент на различные соревнования продано уже около 9 миллионов билетов. На этом грандиозном спортивном мероприятии Республику Таджикистан представят 14 спортсменов по 6 видам спорта, включая дзюдо, бокс, тэквондо, вольную борьбу, плавание и легкую атлетику. Знаменосец сборной команды Таджикистана Тимур Рахимов, знаменитый дзюдоист в весе свыше 100 килограммов. На прежних Олимпийских играх, состоявшихся в Токио, в Японии, я принял участие в качестве спортсмена. Тогда у меня не было большого опыта. Спустя годы, участвуя в различных турнирах и чемпионатах международного уровня, у меня накопился огромный опыт. На нынешней Олимпиаде я приложу максимум усилий для достижения высоких спортивных результатов, которые ждут от меня и других спортсменов, болельщики из Таджикистана. Постараюсь вернуться на родину с медалью. В состав команды Таджикистана также вошли дзюдоисты Эмомали Нурали до 66 килограммов, Бехрус Ходжазода до 73 килограммов, Сомон Махмадбеков до 81 килограмма, Комроншох Устоперион до 90 килограммов, Джахонгир Маджидов до 100 килограммов. 3 боксера: Баходур Усмонов 63,5 килограмма, Давлат Болтаев до 92 килограммов и Межгона Самадова до 57 килограммов. Вначале я хочу выразить благодарность лидеру нации и председателю города Душанбе за огромную поддержку всех спортсменов. Мечта каждого спортсмена – это участие в Олимпийских играх. Поэтому мне с трудом верится, что эта мечта сбылась, и я лечу в Париж на Олимпиаду. Мы тщательно готовились и надеемся, что привезем медали на радость нам и нашим болельщикам. Пловцы Екатерина Бардачева и Фахридин Маткамов примут участие в соревнованиях на коротких дистанциях 50 и 100 метров. Подготовка у нас проходила полным ходом. Она проходила 2 раза в день. Утром у нас проходили в спорткомплексе учеб, а вечером в Гагаринской школе.
Мы постараемся выступить хорошо и представить нашу страну достойно. Очень волнительно, потому что это серьезные соревнования, на которых я участвую в первый раз. Я очень волнуюсь, и я надеюсь, что я выступлю очень хорошо. В легкой атлетике Таджикистан представит Фаварис Музрапов на дистанции 100 метров. В делегацию также вошли тренеры и официальные лица национальных федераций. Отметим, что тэквондистка Мунира Абдусаломова и борец вольного стиля Виктор Рассадин отправятся на Олимпиаду 31 июля. Напомним, что спортсменам, которые завоюют почетные места на Олимпийских играх 2024 года в Париже, от имени председателя города Душанбе будут вручены ключи от 3, 2 и однокомнатных квартир в столице страны. Желаем нашим спортсменам удачи и уверены, что они продемонстрируют высокое мастерство и волю, чтобы достичь победы. Зумрат Файзиева, Далер Содиков. Новости. С 11 по 22 июля текущего года в Великобритании состоялась Всемирная математическая олимпиада ИМО-2024, которая включала в себя различные подходы к школьной математике, геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. Таджикские школьники привезли с этой олимпиады 2 бронзовые медали и 3 почетные грамоты. Таджикские школьники завоевали 2 бронзовые медали и 3 почетные грамоты на Всемирной олимпиаде по математике ИМО-2024. Медали завоевали Олинджон Тухтаров и Машрафджон Иномов, учащиеся Таджикско-российского лицея-интерната Хатам ИПВ города Гисар. Олимпиада проходила с 11 по 22 июля текущего года в городе Бати, Королевство Великобритания. Олимпиада включает в себя различные подходы к школьной математике, геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. В ней приняли участие претенденты из 110 стран мира. Республику Таджикистан представили 6 учащихся. Я Умет Хилович Каримов, старший научный сотрудник Института математики Академии наук. Я много лет занимаюсь с ребятами, сам участник олимпиад, всемирных олимпиад тоже, руководил командами Таджикистана, начиная с 2006 года. Более 20 раз я возил ребят на всемирные олимпиады. Сегодня у нас радостный день. Мы встречаем наших ребят-победителей со Всемирной олимпиады по математике. Всемирная олимпиада по математике – это крупнейшая олимпиада школьников и самая старая олимпиада. Здесь участвовало более 110 стран, такие как Соединенные Штаты Америки, Китай, многие Япония. И наши ребята успешно выступили, заняли 3-е, 4-е места. У нас 2 бронзовые медали и 3 похвальных грамоты. Я Икрамова Дилером, бабушка и нового Машрафджона, олимпиадиста этой группы, который каждый раз ездит на международные олимпиады и получает призовые места. В этот раз он тоже получил 3-е место, бронзовую медаль. Я очень горжусь его достижениями, и мы впредь будем еще больше стараться, чтобы наши достижения были еще лучше. Благодаря постоянному вниманию и поддержке главы государства к сфере образования в последние годы возросло внимание молодежи к точным наукам, особенно физике и математике. Стало заметным участие таджикских школьников в международных олимпиадах. Это достижение свидетельствует о том, что развитие олимпийского движения в стране с каждым годом улучшается. Таджикские учащиеся по естественно-математическим предметам демонстрируют достойную конкуренцию со сверстниками из развитых стран мира и повышают престиж республики на мировой арене. Зумрат Файзиева, Далер Содиков. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!